Участниками круглого стола были освещены различные аспекты социального и политического развития республики. Конкретно шла речь о проблемах национальной безопасности, о сплочении общества и о концепции развития государства. Мы должны стать той организацией, которая начнет диалог со всеми политическими силами для того, чтобы начать процесс объединения нашей нации. Вот наша главная задача, потому что, еще раз повторяю, мы достигли невероятных результатов, когда были едины. Все вот вы здесь, большинство из тех людей, которые помнят нашу предвоенную ситуацию, какое было единство нации. Всего вчера был день флага. С этим флагом готовы были, что шли на смерть. Настолько была сплоченная нация. Вот к этому нужно нам вернуться, для того, чтобы выстоять в этом непростом мире. Также речь шла о перспективе существования современной Абхазии в век высоких технологий. Была поднята актуальная тема искусственного интеллекта. Секретарь Совета Священной Митрополии Абхазии Герман Маршан считает, что нельзя упускать шанс проработки цифровой грамотности. Как отмечается в ряде современных исследований, искусственный интеллект уже сегодня является неотъемлемой частью социальных процессов, влияя на все аспекты человеческой жизни. Возможно, необходимо создать национальную стратегию развития собственного искусственного интеллекта, который бы учитывал наши уникальные потребности и ценности. Не англосаксонского мира, не китайского мира, а мира, в котором мы с вами сформировались. Далее развивать локальные компетенции и суверенные технологии, чтобы не стать зависимым от рынков сбыта чужих решений. Разработать четкую этическую и правовую базу. Ну, хотя бы для этого у нас сейчас достаточно специалистов. По мнению члена Общественной палаты Абесалома Кварча, без родного языка улучшения демографии и экономики у нашей страны нет будущего. Должно быть видение развития государства с учетом этих моментов. Он также развернул тему гибридной войны. Сегодня вот то, что называется все виды войн, современные, которые можно вообще, человечество, которое достигло, сегодня применяется против России. Это гибридная война, экономическая война, политическое давление, значит, через разные политические структуры, прокси-война и контактная война. Вот сегодня утром, значит, в Сочи, значит, нефтебазе в Сириусе взорвался, женщина одна убита. Война идет на территории России, но как бы это идет особо, когда это соглашается, объясняется, ну, идет война. И я думаю, единственное государство в мире, которое способно было выдержать такую нагрузку, это действительно Россия. Это вы представьте, вот такие санкции, такие блокады, такое, ну, оно держится, оно как бы идет к своей цели. Тема улучшения демографии – один из важных факторов существования нашей страны. Она и отражает изменения, происходящие в экономическом и политическом развитии. За последние 25 лет население Абхазии выросло только на 9642 человека. С демографической статистикой ознакомила ведущий научный сотрудник ЦСИ Амра Сушба. За 10 лет произошло снижение рождаемости на 55%. То есть более чем наполовину. Сразу оговорю, что это данные официальной статистики. То есть если у нас 10 лет назад, в 2014 году, 1023 брака было зарегистрировано, то в 2023 году это 642 единицы. То есть мы видим, что сокращение на 37%. Что мы видим по разводам? Здесь вообще картина ужасающая, на мой взгляд. И почему? Как человек, как специалист, занимающийся демографическими вопросами, чуть позже поясню. Значит, в 2014 году количество разводов 139, а в 2023 году 642. То есть у нас рост 4,5 раза. Такое количество разводов, ужасающий рост, на мой взгляд, конечно, требует определенного внимания со стороны государства. Мы фактически идем по пути исчезновения, вымирания, морально-психологического, человеческого вымирания. Начиная с 90-х годов прошлого столетия, этот путь продолжается.
Абхазии необходим стратегический подход к развитию с учетом уникальных потребностей и ценностей страны, отметили участники дискуссии. При этом важно сохранить традиции и культурный код, а главное – объединить общество для преодоления текущих вызовов. Налач Хинджерия, Ахра Амичба, Абхазское телевидение.